Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Турецкая ассоциация коренных народов совместно с обществом Эгемендик организовала мероприятие Курбан-Байрамы для малоимущих, нуждающихся в детских домах в Кыргызстане. Президент ассоциации, депутат турецкого парламента Метин Гюндогду отметил, что распределили пакеты с жертвенным мясом на Курбан-Байрам для нуждающихся в Бишкеке. Метин Гюндогду также поздравил кыргызстанцев с праздником Курбан-Байрамы. Хочу, во-первых, поздравить всех с таким замечательным праздником Курбан-Байрам. Пусть Аллах бережет землю Кыргызстана, пусть будет стабильность во всем мире, финансовое благополучие, пусть в домах у каждого будет хлеб на столе, пусть будет здоровье. Хочу поблагодарить, что приехали сегодня к нам в детский дом с жертвоприношением, с хорошим мясом. Это деткам будет дополнительное питание. Ассаламу алейкум, мен атым Бафов Жеңиш, Чоңлай Демиргес коомдук бирикмесинин төрагасымын. Бүгүн мына Курбан айтта курбандык чалып неге келгенбиз. Ушул жерде келип мына бизге Мурсел бизге жардам берип, ушул түрк элинин атынан жардам берип, мына эт берди. Дүшүнчө фондуна Алла разы болсун. Кылган савапчылык, кайрымдуулук иштерин Алла Таала эки дүйнө кабыл кылсын. Марсель сага дагы Алла разы болсун. Рахмат. Амин я Аллах. Alhamdulillah, Allah'a çeyiz maktula çeyiz şükrü olsun. Salam salatlar süydü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Allah'ım barda bir gana senin başkasıyla salam salatlar süydü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Allah'ım şu kurbanlık bayramında kurbanlık çalıp atkan şu Türk tuğanlarga, şundayla şu yerde kurbanlık çalıp atkan bütkül momul musulmanlarga şu çalgan kurbanlıklarını Allah Teala kabul kılgan olsun. Ya Allah işlerine razı versin, tapkan akçalarına bereket faiz versin. Ya Allah la ilahe illallah ente subhaneke inne kuntu minel zalimin. La ilahe illallah ente subhaneke inne kuntu minel zalimin. Rabbil alamin. Бурса. Первая столица Османской империи, четвертый по величине город Турции после Стамбула, Анкары и Измира. Бурса расположена у подножия горы Улудаг и находится всего в 156 километрах к югу от Стамбула и в 28 километрах от побережья Мраморного моря. В древности гору Улудаг называли Мизийским Олимпом. Согласно легенде, именно с вершины этой горы боги наблюдали за ходом Троянской войны. Бурса, как и большинство населенных пунктов Турции, имеет богатую историю и пережила множество исторических эпох, каждая из которых оставила здесь свой отпечаток. Город Бурса – это яркий пример декорирования мечетей ранней османской архитектуры, фасад которой облагорожен белым мрамором, залы же облицованы изразцами зеленого и голубого цветов. Зеленый мавзолей – восьмигранное сооружение, покрытое конусообразным куполом. Мавзолей был построен для султана Мехмеда II Челеби за 40 дней до его смерти. Также в этот комплекс входит и зеленый медресе, здание которого ныне используется как музей турецкого и исламского искусства Бурсы.
Бурса – один из древнейших городов мира, занимает особое место в истории Турции. Это первая столица османов, перипетии создания государства которых хорошо известны любителям турецких сериалов. И отсюда же началось возрождение османского государства, которое оказалось навсегда уничтожено завоевателями в начале 15 века. Жители Бурсы по праву гордятся своим городом и являются гостеприимными хозяевами. В городе много достопримечательностей. Например, знаменитая Зеленая мечеть – это памятник архитектуры. Султан Мухаммад пригласил лучших на тот момент зодчих, резчиков по камню и каллиграфов, итог работы которых и сейчас вызывает восхищение. Şu anda Bursa'mızın manevi şahsiyetlerinden Emir Sultan Hazretlerinin türbesindeyiz. Действительно, османиты не просто занимались завоеваниями, а они после себя оставляли великий след для всего человечества, в частности для мусульман. Больницы, мадресе, мечети, джами. Эти были люди, которые действительно подняли ислам на совершенно невидимые для человеческой цивилизации пьедестал. Это наша гордость. Они, захватив Бурсу, они ее не разрушили. Они, сделали ее больше, краше. Они создали на основе этого города, этих мест новую цивилизацию, османскую цивилизацию. Onların sözlerini tutunca Allah da onları muzaffer kılıyor. Osman Bey'e Şehedebali, Orhan Gazi Han'a bu mübarekler, diğerlerine de işte Sultan Fatih'e, Akşemseddin'in olduğu gibi bizler hem zahiri sultanlarımızı hem de batini sultanlarımızı asla unutmamalıyız. Другими значимыми достопримечательностями города являются шелковый рынок Козахам, который был возведен в 1490 году рядом с мечетью Улу, где и сегодня, как и 500 лет назад, торгуют шелком и разнообразными шелковыми изделиями. И комплекс Мурадие или комплекс султана Мурада II, построенный в 1426 году, в который входят мечеть, медресе, хамам и 12 мавзолеев, принадлежащих османской семье. Все эти памятники раннеосманской архитектуры Бурсы вместе с сохранившейся османской деревней Джумалы-Кызык внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. А сам город, несмотря на то, что давно является индустриальным центром с населением более 1 миллиона человек, сохранил удивительную атмосферу одухотворенности и покоя. Поэтому не случайно, что не только иностранные туристы, но и жители самой Турции с большим желанием приезжают сюда снова и снова.
Бейпазары – это маленький провинциальный городок с населением 47 тысяч человек, находящийся в 100 километрах от Анкары. Район состоит из 3 других малых городов – Карасар, Урус и Кербаш и 64 деревень. В древние времена считался важным городом в Малой Азии. Сегодня в сельском районе Бейпазары славится морковь. В Турции его производство составляет почти на 60%. Кроме этого, изделия из серебра, а также высокое качество природной минеральной воды. Благодаря своей богатой истории, архитектурное наследие, скалистое Бейпазары становится все более привлекательным для посетителей, особенно для экскурсантов из Анкары. Мощенные улицы, белые здания османского периода являются особенно привлекательными, многие из старых домов были восстановлены, и сегодня они служат в качестве гостиниц и ресторанов, а также эти места особенно популярны среди турецких режиссеров. Каждый год в городе проводятся фестивали, ставшие традиционными. Обход исторических домов, покупка серебра приносят хороший доход городу. Так образовался хороший обычай сбыта продовольственных товаров и услуг. Дома в старом городе Бейпазары стоят на узких улочках, во многих из них расположены магазины. Как правило, это одновременно и лавки, и мастерские, где работают кузнецы, производящие сувениры из меди, бронзы и серебра. Например, украшения в стиле телькары или филигрань. Также в старом Бейпазары очень много кафешек и ресторанчиков с колоритным интерьером. Бейпазары – один из самых старых городов Анатолии, который располагается на Шелковом пути. В разное время здесь жили хетты, фригийцы, римляне, византийцы, сельджуки и османы. О достопримечательности. Хидерлик-Хилл – холма видом на город. Здание 17 века османского периода Сулухан Караван-Сарай, а 13 века – мечеть султана Алаиддина.
В музее Дома культуры отображение элементов из хетских, Римской, Византийской и Османской империи. И внизу долины крутые стенки каньона являются зеленым и приятным местом для прогулок или исследовать пещеры, гробницы и храмы, высеченные в скале. Доля туризма в ВВП Турции составляет более 10%. В этом секторе работает около 8% всего трудоспособных.
инвестор. Бейпазары – город маленький. Туда нечасто стремится иностранный инвестор. Это яркий пример государственного проекта, как превратить провинциальный городок в один из центров туризма, используя местные ресурсы. Надеемся, и у нас в Кыргызстане также будут развиваться провинциальные города.
sənə can qaynana. Sənə can qaynana, köşkü deyək hər zaman. Sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana. Yollarda hey gözüm qalıb, ürəkdə sənə sözüm qalıb. Sevgilim az gözüm qalıb, ne hardasan. Gözlərim hər gündüz gecə, gəlmədin bomboşdur küçəm. Bu dərdə mən gözüm necə. Расскажите, пожалуйста, немного о тех временах, когда вы жили вне камер, а школьные подруги-одноклассники называли вас Мелина и Мелисса. Очень. У меня с именем очень большие проблемы. Было, потому что в детстве мои родители поняли, что назвать нас Севиль и Севинч для русских это будет очень сложно. Папа потом, ну я иду, представьте, я иду, и мне говорят: сэндвич, иди сюда. И мне так неприятно становилось, поэтому папа уже решил, что нас называют Мелисса и Мелина. Это испанский цветочек. До сцены все было прекрасно. Почему? Потому что родители обеспечивают, смотрят за тобой, все делают. Ты как принцесса живешь. Но то, как мы же решились, начали петь, тогда уже нам стало действительно сложно, потому что нам поставили условия. Если вы хотите выступать, вы все должны делать сами. Поэтому мы уже решили, Сева, что раз мы уже взрослые, значит, нам уже нужно самим пробираться, добиваться всего. Даже несмотря на то, что у меня обеспеченная семья была, мы опять же все делали сами. Как бы я никогда в жизни не взяла бы у папы, у мамы денег, чтобы снять клип или, я не знаю, записать песню новую. Но поддержка у них была. Я последний клип, предпоследний клип недавно на песню «Херден» я взяла у мамы в долг. Но потом я ей сказала, что я в долг беру. Дочь обещает вернуть с эфира. Не вернула. И не верну, деньги пропали. В какой момент вы решились, что вы пойдете на большую сцену? Ой, если честно, мы об этом никогда не думали. То есть мы этого и не хотели, и не ждали этого никогда, потому что у нас очень строгие родители, у нас строгая семья была. Мы думали, что все время около зеркала будем стоять и петь для себя. Но у нас тетя с Испании приехала, она сидела, и мы вдруг поем. Я смотрю, знаете, она очень позитивный человек. Никогда в жизни на лирику не плакала, там, я не знаю, не рассказывала о том, что ей плохо. От этой песни она действительно начала реветь. Потом говорит: почему не поете? Я говорю: ой, это пустое все, это мне все равно папа не разрешил. Вы представляете, у меня такой строгий папа был, но она пошла просто переубедила, да. Может, они будут петь? Он говорит: да нет, у них все равно не получится. Он с надеждой, что у нас ничего не получится, отпустил нам, да. На Янюлдус пошли, Сева, и у нас действительно получилось. Хорошо, вот сегодня с высоты своего полета какие минусы и плюсы вы видите в своей деятельности? Первый соло-концерт в Москве с таким ажиотажем, мне кажется, это успех. Так что какие минусы и плюсы вы видите в своей работе сейчас? Вы знаете, я всегда, если минусов всегда бывает очень много. То есть мы делаем, допустим, что этот концерт, и через 2-3 дня мы будем сидеть и обсуждать, что было, что мы правильно сделали, что мы неправильно сделали, на других концертах что будет. Поэтому сейчас это все обсуждать, я думаю, это сложно будет. И в принципе, знаете, мне что кажется?
несмотря на то, что да, соло-концерт, не маленький концерт, мы все работали вместе с вами, а отдельности от вас. Опять же, этого всего мало. Нам Конечно, нельзя говорить, что вот, молодцы, вы супер, девочки, взорвали зал. Нет. Я опять же смотрю, я говорю девочкам, что чего-то не хватало, но чего? Я как бы свои ошибки, в принципе, вижу. Но опять же, нас с собой нужно работать, мы опять же будем учиться на своих ошибках. Это безусловно, но похвала же всегда мотивирует от себя. Да, ты меня мотивируешь. Мне прям хочется еще один сольный концерт в Москве. Смотрите, если бы вы сейчас вышли на улицу и встретили бы Севиль в том возрасте, когда вы только-только решились пойти на большую сцену, что бы вы посоветовали сами себе? Или, может быть... я бы ничего не посоветовала, потому что мне кажется, что мы правильно идем. Как бы дорога была очень сложной. Я просто бы могла подойти и сказать, что работай над собой. Потому что сколько ты будешь работать, ты добьешься всего. Были очень сложные дни, когда мы не могли деньги найти, чтобы записать песню, куда-то пойти, отдать за квартплату, не было нечего одеть. Эти дни были. Я просто, если бы увидела, я бы сказала, что молодцы, девочки, работайте. Это еще мало. Будьте самим собой, то есть это успех, по-моему. То есть люди тебя видят, и они понимают, что ты какая на сцене, ты такая и в жизни. Это самое главное. Но я в жизни вообще строго очень. У вас достаточно разносторонняя жизнь, вы совмещаете две профессии сразу. Поделитесь вот с молодежью, которая вас сейчас слушает, как в 24 часа можно уместить столько дел? Вам легко, потому что вас двое? Очень легко. Нет, не потому что двое. Мне кажется, что человек должен любить свою работу. Это самое главное. Мне говорят, как вы можете с утра вставать в 7 часов, целый день на работе, потом съемки, на концерты готовить. Я не могу объяснить, что мне удобно под этим графиком работать. Я люблю свою работу, мне нравится утром вставать, потому что я время не теряю. Если я встаю в 7 и до 12 у меня эфир, и потом я начинаю после эфира делать все остальное, всю свою работу, это означает то, что человек должен всегда работать. И нельзя уставать от работы. Ну, иногда бывает у нас все устаем, но опять же нужно над собой работать. Мне кажется, наша молодежь, она в принципе сейчас не пассивна, они нормально над собой работают, у них сейчас... В принципе, нормально все. По-вашему, в творческом плане Севинч и Севиль могут существовать друг от друга отдельно? Нет, никогда в жизни. Это я могу отступать. Никогда в жизни. Как бы мы об этом даже не задумывались, не будем задумываться. А если нет ее, значит нет меня. Нет меня, значит нет меня. То есть если одна из вас решит уйти со сцены, то вторая автоматически уйдет за ней.